Allahu Ekber, Allahu Ekber. Да bir kaç yüzyıl evvelisi bu yerde sabah ezandan başlangan. Dalgalar aynenelerini yavaş yırvagan. Çağalarının sesleri ularını toktatkan. Gemiler bütün dünyadan gelip bu limanda toktalgan. Ve gizli sokaklarının sükunetini bozup şamatağa daudırgan. Vakit geçti. Orta asırның sayfası nevbettekisine denişti. Ama onun ruhu da yaşamakta ve kadimi inşaatlarda saklanıp kaldı. Orta asırlık mimarlığı halkımızın geleceğine ulu abidelerini bahşiş etti. Olardan birisi miras programmasının nevbetteki kahramanı Muhteşem Han Cami. Kezlev'de 24 cami var ama en esası Cuma Cami yani Han Cami dep sayılmakta. Yani için bu ibadethane Han Camisi dep adlandırıldı. Значение этой мечети было настолько велико в какой-то момент, что многие ханы проходили процедуру избрания на престол, схождения на престол именно в этой мечети, давали клятву. Вероятно, после того, как там, например, хан побывал в Стамбуле, получил право на ханский престол уже после общения там с султаном, да, если это происходило таким образом, из Стамбула он приплывал в Кефе, из Кефе, значит, вероятно, перемещался в Гизлёв. Вот, и есть такая легенда, и там уже в этой мечети Гизлёвской Хан Джами он проходил эту самую так называемую коронацию. Вот. Что касается самой процедуры, она неоднократно описана в письменных источниках. Вот надо понимать, что наверняка некоторые ханы не приплывали в Гизлёв, в Кефе могли приплыть в Гизлёв, и оттуда уже прямо на месте входить на престол. И, наверное, один из моментов, почему она все-таки Хан Джами, это, можно сказать, одно из подтверждений того, что она была построена ханом, что на могиле архитектора, которому приписывается проект этой мечети Имара Синана, Хаджи Синана, есть упоминание, что он построил мечеть Татархана в Гизлёве. Без даты, без каких-то определенных нюансов, но название мечеть Татархана в Гизлёве, оно, собственно, наверное, тоже наложило на нее такой отпечаток и имя дали Хан Джами. Айталар ки bu camide 18 ханның таққа çıkması boyunca tantanalı tedbiri o'tkazilgan. Yani 2 Mehmet Geraydan başlap Şahin Geray Xanға kadar hükümdarlar o'z imzasını maxsus yarlıqta koydu. Ama şu vesiqanın manası başqa olğanını anlatkan fikirler de rast kele. İş şunda ki 2 Mehmet Geray Xan adı Emir olğan hatipni cami bakıcısı olarak nasip etken ve şu vazifeni de onun neslinden nesline geçsin dep emir etken. Vesiqa özünce Kırım Hanlığının mühim bürokratiya prinsiplerinden birisini nümayiş etken. Hatipnin yarlığından gayrı Han Cami'de daha bir kıymetli mukaddesat saklanaydı. Bu 1314-15 senelerge ait olgan el yazma Kur'an. Aziz kitap pergament üstünde yüksek bedi hatatlık ile yapılgan. Her bir satırının astında küçük harflerle Arap tilinden Fars tiline tercümesi yazılgan. Kur'an altın ve akvarel örneklerinin miniatüralarının yaraştırılgan. Onların sayısı 1280 tane olgan. Rivayetke göre unikal mukaddesatni camiga birinchi Devlet Geray Xan bağışlagan. Этот Коран там очень долго хранился. Считается, что он был там
вручную написан, искусственным каллиграфом, красиво выполнен действительно. И его следы теряются в 20-е годы 20 века. После революции и, собственно, когда были гонения на религиозные организации, когда мечети и храмы закрывались, этот Коран, вероятно, был из мечети передан в Евпаторийский сначала музей, где был даже по этому поводу директором музея сделан доклад о ценности этого Корана. Потом из музея этого его забрали в Симферополь, из Симферополя передали в Бахчисарайский дворец тюрко-татарской культуры. Вот, насколько я не специалист там по Коранам, и, к сожалению, не знаю всю коллекцию Бахчисарайского музея, всю коллекцию Коранов. Там он хранится сейчас или нет, но, скорее всего, нет, поскольку вот в литературе, опять же, никаких сведений нет, считается, что он утерян. Ябу зарифлерден зариф ибадетхане кымле вене вакыт курулган. Бу ибадетхане у Османова мемар Ходжа Синанның ижадыдыр. Курулышы 1552 сенесі башланды. Сонуна кадар ибадетханені бітірмек үшін 12 ел керек олды. Türk tarixçisi Celal Esad'nın bildirgenine göre, Hoca Sennan Kurgan camilerinin cedvelinde Kezlev camisi 77. yerini tuta ve Kezlevdeki Tatarhan ya da Han Cami dep adlandırılgan. Umumen bu Azamat Allah evinin kuruluşu birinci Devlet Gerayhan'ın teşebbüsünün dünya yüzünü gördü dep sayılmakta. Ya onun ilk kıyafeti nasıl olgan eken? Во-первых, сам проект мемуары Синана хорошо бы найти в Стамбуле и посмотреть, как ее задумал архитектор, потому что ни один иконографический сюжет нам не дает точных сведений о том, какая эта мечеть была там в XVI веке или в XVII веке. Первые ее там какие-то проекты, описания, чертежи, они уже появляются гораздо позже. Это вот, например, зарисовки Гести, но опять же говорят, что она уже на момент, когда Гести ее фиксировал, выглядела по-другому, она была там разрушена, в плачевном состоянии, и во многом, когда он рисовал ее фасад, там разрезы все, он пользовался видом мечети феодосийской, кефе, и ориентировался на нее, потому что они были очень похожи. Вот. Что изменилось в облике мечети, мы, опять же, поэтому достоверно сказать не можем. Явно, конечно, вот эти многочисленные реставрации, ремонты, которые происходили на протяжении вот этих нескольких столетий, как мечеть существовала, да и даже в 19-20 веке, они в какой-то мере изменили ее вид. Но изменился полностью, поменялись двери, там была заложена одна из галерей боковых, потом ее опять открыли, говорят, что она была изначально открытой. Два минарета, которые сейчас мы видим, это минареты полностью восстановлены с нуля, поскольку два оригинальных минарета были разрушены в результате, вероятно, каких-то сейсмических толчков, землетрясений. Видимо, при строительстве либо не учли все нюансы проекта, либо проект был не совсем адаптирован под местность, крымские реалии. Поэтому оригинальные минареты рухнули в какой-то момент. Поэтому те минареты, которые мы видим, это, конечно, восстановленные. Вот. Конечно, менялась роспись, менялись там элементы штукатурки, какие-то базы колонн заменялись. Но надо отметить, что вот при реставрации последней, когда мечеть реставрировалась в последний раз, старались придерживаться именно тех самых ранних изображений, которые на тот момент сохранились, той же зарисовки Гести. Nasıl olsa da bu günde bile caminin görünüşü muhteşem. Leyha boyunca onun şekli sade, kvadratқа yakın. Merkezi zalı 22 metr yüksekliğinde. Bağban Azamat kubbe ile kapatılgan. Baş kubbe yarı tögerekli 16 pencerenin sarılıp alıngan. Caminin şarkı ve garbi tarafında iki minaret tura. Onların yüksekliği 35 metr. Minarenin içine azbardan kırılı.
Ибадетханенің кырыш капысы ол күнде бір sıra sütunlar tiklenilgen. Kapısının üstünde ise Arap urufatının 1552 sene tarihinde Devlet Girayhan'ın kezler Cami-i Şerifidir dep yazılgan. Seyrekçe yerleşken iki yarus pencereleri iki katı yanaşadaki galereyаны айтынвата. Şu galereyalar öznev betinde üçer küçük kubbenin kapatılgan. Kıbla tarafını belgilegen mihrap çeşit renklerinin boyalı, oymalı örneklerinin yapılgan. Pencereler sade düz köşeli, yarı tögerek ve tögerek şekillerindedir. Vitrajlı soyları odağa tılsımlıkны bağışlay. Balaban залını ağaçtan yapılgan avize yaraştıra. Meskür tarihi abide bugünkü kadar canlı ve mühimdir. Yerli halk mında cuma ve 5 vakit namazlarında toplana. Azamat inşaatının bağlı daha çok meraklı rivayetler bu taraflarda yürümekte. Aytalar ki Han Cami'nin medresesinde çok vakit olmasa da o devirde daha belli olmayan aşık Ömer okugan. Namını ona bu muhteşem ibadethanenin azbarında geçken vaka verdi. Rivayetke göre Bahadır Girayhan nazım ile uğraşkan. O tahtqa çıkkan vakit Han Cami'ge kele. Bütün halk onu algışlamağa çıkkan. Bir gün evvelsi dervişler tekiyesinin şeyhi aşık Ömer'ni özüne çağıra ve Han'ın şerefine derhal o da yazmağa rica etti. Bir gece içinde eser yazıla. Karşılav günü şair sazını ellerine ala ve öyle yırlay ki bütün halk susup kala. Aletnin tılsımlı telleri, yaşның acayip yankıravuk sesi tek Han'ı değil de bütün musafirlerinin yüreğini zapt ete. Şu günden başlap şair şan şöhretini kazandı. Daha son namı bütün dünyaya tarqaldı. Asırlar bir-birini deniştirse de muhteşem ibadethane özünün meftun etici kıyafetini joymadı. Alimler onun dülberliginden ayrıca kalıp ona Kırımlı Aya Sofiya deyler ve bir sıra unikalligini ayıralar. На мой взгляд, все-таки прежде всего это, во-первых, архитектура, достаточно хорошо сохранившиеся сами конструктивные элементы, да, какие-то. Не так много купольных мечетей у нас в Крыму в такой хорошей сохранности были, все равно, несмотря ни на что. Это первое. Второе, это, конечно, все-таки автор проекта, если это действительно Мимар Синан, и здесь можно его отождествлять, это великий архитектор османский, и даже если строил не лично он сам, и не присутствовал, да, в Крыму, неизвестно, что он был в Крыму, а строил, может быть, кто-то из его учеников или там военных инженеров, которые здесь в тот момент в Гюзлёве, вероятно, находились и следили, опять же, за постройкой крепости самой Гюзлёвской, то это уже большая ценность историческая, потому что его творения, созданные по его проекту, есть во всех странах, во многих странах, которые вот как бы попадают в этот османский ареал османской культуры, и многие из них являются памятниками всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Если это действительно так, если это проект Синана, то, конечно, эта мечеть тоже заслуживает того, чтобы ее в какой-то момент, наверное, внесли в этот в список всемирного культурного наследия. Это уже сам по себе показатель. Şüphesiz ki Han Cami ulu abidelerden birisidir. İbadethane 16. asırlık İslam mimarlığının şah eseri ve bugüne kadar kadimi kezlevinin ilvanıdır.